Итак, мы должны, каждый, кто проживает здесь, в Европе, каждый должен обратиться в высший законодательный орган, то есть парламент своей страны, где они проживают. Вне зависимости, граждане вы, вне зависимости, просто политическое убежище, или даже у вас не политическое убежище, не имеет значения. Документ, я вам его сейчас зачитаю, который нужно будет, достаточно будет вписать свою фамилию, дату и отправить и фамилию депутата, которому вы отправите. В какой стране вы находитесь, вы должны будете определить сами, кому конкретно вы, какой партии вы будете это отправлять. Мы каждый должны написать обращение к депутатам. В этом обращении, я вам сейчас вам зачитаю, я вам подробно переведу на французский, на английский, на немецкий. Это все мы должны распространять. Вы все должны в этом принять участие. Вы каждый должны помочь. Никто не узнает, что вы писали это обращение, кроме депутата и вас. Потом, когда придет вам ответ от депутата, вы каким-то образом, вы можете, мой WhatsApp имеется, я всегда на связи, Facebook и так далее, вы можете мне прислать, что какие-нибудь, если действия будут исходить от ваших депутатов. Какой-то депутат даст согласие. Какие депутаты? Это мы отдельно обсудим. Сейчас я вам зачитаю этот документ. И этот же документ я выложу у себя и на канале, и везде, где только можно. Мы сейчас начинаем акцию «Обратись к своему депутату». И мы должны это сделать скоординированно и все вместе. И это должна иметь массовость. Также я прошу французским, кто владеет, английским, кто владеет, немецким, кто владеет, и другими языками, которые здесь, выходить со мной на связь, потому что те ответы, которые будут приходить, да, те ответы, которые будут приходить, вам их придется анализировать. Вы будете на связи с депутатом вашей страны, и вы нужны будете как координаторы. Молодые люди, можете написать мне на WhatsApp. Мой WhatsApp имеется под этим видео. Я его еще раз размещу вам. И мы должны будем таким образом действовать. Итак, вы обращаетесь, вверху шапочка. Вы обращаетесь, там называете себя, указываете, если хотите, свой номер телефона, желательно свой домашний адрес, где вы проживаете. И e-mail, обязательно e-mail. Не бойтесь, депутат ваш не отдаст это никому. Вы сами отправляете депутату. Итак, депутат от партии или фракции, или как официально именует себя, такой-то, такой-то. Адрес этого депутата. Это все в интернете. Мы сообща все вместе будем над этим сейчас работать. И со следующей недели мы должны просто до конца полностью завершить эту работу, максимально привлечь людей. И мы должны засыпать депутатов нашими обращениями. Уважаемый господин депутат, имя и фамилия депутата, потом о себе. Я, Аслан Арцуев, проживающий по вашему избирательному округу, или как там звучит в Австрии, во Франции, в Германии, обращаюсь к вам по поводу очередного жестокого и циничного своей демонстративностью убийства чеченского беженца Мамихана Умарова, Мартина Бека, совершенного 4 июля 2020 года в городе Герасдорфе, недалеко от Вены. Это, вне всякого сомнения, заказное политическое убийство венчает собой скорбный список жертв среди представителей чеченских диссидентов, павших от рук наемных убийц. Кратко. Карта политически мотивированных убийств чеченцев, идеологических противников путинской политики на их родине охватывает практически все постсоветское пространство. Турция, Ближний Восток, а также Восточную и Западную Европу. Несмотря на очевидную причастность к этим преступлениям российских силовых структур и их агентов из числа этнических чеченцев, развернутая
До масштабов индустрии физическая ликвидация политических оппонентов до сих пор не получила своей реальной правовой оценки в цивилизованном сообществе. Общий тон заявлений сил правопорядка и СМИ по поводу нескончаемой череды заказных убийств чеченских политических беженцев сводится к якобы имеющимся внутриобщинным разногласиям, что само по себе крайне цинично и кощунственно. Аресты и заключение под стражу рядовых исполнителей данных преступлений без обнародования имен реальных заказчиков этой варварской охоты на инакомыслящих, развернутой сегодня на улицах городов цивилизованных стран, не могут остановить кровавую вакханалию безнаказанности. Я, как человек, нашедший в этой стране убежище от жестоких войн, развязанных российским руководством на моей исторической родине, испытываю сегодня страх за себя, за членов своей семьи, а также за своих соотечественников, волею судьбы, оказавшихся в эмиграции. Я обращаюсь к вам как выразителю воли ваших избирателей в высшем законодательном органе страны с просьбой озвучить ваше отношение к этой проблеме, рассмотрение которой не терпит каких-либо отсрочек. Буду крайне признателен вам за любые действия, включая инициирование парламентских слушаний по данному вопросу. С уважением, тот-то, тот-то, Аслан Арцуев. Приложению к этому обращению прилагается список из 23 уже убитых несогласных чеченских ичкерийских диссидентов, в том числе, тут напоминается, неоднократная попытки убийства премьер-министра Чеченской Республики Ичкерия за рубежом Ахмеда Закаева, Саид-Амина Ибрагима и других представителей Чеченской Республики Ичкерия. Была предотвращена попытка убийства правозащитника Аслана Арцуева в Германии, блогера Минхаила Мализаева и блогера Имрана Алиева Мансур Старый, позже убит. Я прошу вас всех очень серьезно отнестись к этой нашей акции. Мы должны о себе в политическом смысле заявить. Они хотят нас сделать слабее, они хотят нас испугать. А мы им говорим, мы становимся сильнее, и вам следует нас бояться. Мы никого никогда не боимся. Мы будем до конца бороться за свои права. Мы освободим свою родину и привлечем к уголовной ответственности военные и политические силы России. Да, Аллах. Сейчас я перейду к вашим вопросам, и потом мы, конечно же, у нас остается немного времени, обязательно поговорим о взрывах домов в Москве. Очень интересно.